Слово «музей» происходит от греческого «музеум», что в переводе означает «дом муз». В современном понимании музей – это учреждение, в котором бережно собираются и сохраняются памятники материальной и духовной культуры, созданные на разных исторических этапах развития общества. Эрмитаж, Третьяковка, Лувр, Метрополитен, музей в Нью-Йорке, Прадо в Мадриде, археологический музей в Каире, известный на весь мир. Но почти в каждом населенном пункте любой страны есть и свой краеведческий музей, в котором хранятся раритетные предметы, связанные с его историей и этапами развития. Международный день музеев – это профессиональный праздник и всех галерей мира, всех музейных работников, которые проводят огромную просветительскую, научную и педагогическую работу. Международный день музеев ежегодно отмечают 18 мая. В 1977 году Международный совет музеев учредил новый профессиональный праздник – Всемирный день музейных работников. В наше время праздник широко отмечается в 150 странах мира. Почти в любом государстве есть немало музеев, которые составляют его национальное достояние. В музеях Казахстана хранятся памятники культуры, живописи, искусства, истории и археологии, которые составляют бесценное наследие нашего народа. Восполняя недостающее, повсеместно пропагандировать то, что имеем, показать всему миру, что казахский народ богат и историей, и материальным наследием, языком, душой и искусством. Этими словами первый президент страны Нурсултан Назарбаев пояснил значение в жизни и истории народа национального наследия, которое хранится и популяризируется в фондах, выставочных залах музеев Казахстана. Один из первых казахстанских музеев – это историко-краеведческий музей Западно-Казахстанской области, который был образован в 1859 году при гимназии города Уральска. Музей находится в одном из красивейших зданий Уральска. Памятник истории и культуры в восточном стиле, построенный в 1879 году, и сегодня вызывает восхищение своим изысканным видом. Национальный музей Республики Казахстан является крупнейшим музеем в Центральной Азии. Музей находится в столице, город Нур-Султан. Крупнейший уникальный музейный комплекс имеет площадь 74 тысячи квадратных метров и состоит из 7 блоков с переменной этажностью до 9 этажа. Экспозиционную площадь занимают 11 залов с общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. В память о великих поэтах, ученых, акынах, писателей, общественных и государственных деятелей Казахстана созданы десятки мемориальных музеев по всей стране. К сожалению, наша земля помнит не только своих выдающихся сынов, но и слезы, боль, страдания тысячи невинных людей, жизнь которых была так цинично сломана советским тоталитарным режимом. Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир» был создан по инициативе Нурсултана Назарбаева в 2007 году. Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины, был крупнейшим женским лагерем на территории Советского Союза в эпоху тоталитаризма. Не совершив никакого преступления, женщины должны были отбывать срок наказания только за то, что они были матерями, женами, сестрами и дочерьми тех, кого обвинили в измене Родине. Музей памяти жертв политических репрессий поселка Долинка Карагандинской области Карлак. Музей Карлак был создан согласно поручению первого президента Республики Казахстан в 2001 году. Карагандинский исправительно-трудовой лагерь был создан 19 декабря 1931 года. Заключенные Карлага отбывали сроки заключения за контрреволюционную деятельность и антисоветскую агитацию. Их считали врагами народа и изменниками Родины. Сакральное значение для всех казахстанцев имеет музей-заповедник Азрет-Султан в Южно-Казахстанской области, который внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это яркий архитектурный памятник нашей истории на почти 100 гектарах является главной достопримечательностью города Туркестан. Огромное значение для всех тимиртауцев имеет историко-культурный центр первого президента, открытый в 2011 году. Ведь именно в Тимиртау начал свой трудовой путь будущий первый президент. Если бы в моей жизни не было магнитки и Тимиртау, я бы никогда не стал президентом, говорил Нурсултан Абишевич.
Здесь жива память о молодом трудолюбивом парне, с которым пели песни под аккомпанемент аккордеона, играли в шахматы, ходили в кино, об ответственном ученике, а потом ответственном рабочем, наставнике, о веселом и верном друге, комсомольском секретаре, парторге. Соратники президента, его товарищи, коллеги, друзья – частые гости центра, и все они с особой теплотой делятся воспоминаниями с молодежью о годах юности, когда вместе с будущим первым президентом постигали азы металлургических наук, осваивали рабочие профессии, строили казахстанскую магнитку. Рассказывают, как создавали первые отряды дружинников, чтобы навести порядок в молодом городе, как днем работали, а по вечерам учились в Автузе, и как, повзрослев, каждый на своем рабочем месте прилагали все усилия, чтобы город рос, развивался металлургический комбинат. Рассказывают, как проходили выборы первого президента, как тяжело всем приходилось в 90-е годы, и как, вопреки всем мрачным прогнозам, и город, и предприятия выстояли. Информация обо всех этих событиях бережно хранится в нашем центре, и с ней всегда можно познакомиться, посетив экспозиционные залы.